Однажды один снайпер после окончания Великой Отечественной войны и демобилизации возвращался домой. Будучи проездом в Иркутске, он зашел в ресторан поужинать. И тут к нему прицепились два пьяных офицера с издевками. «Ты, Чукча, чё ты нацепил на грудь ордена? С мертвых поснимал?» Офицеры потребовали снять награды. Боец отказался. Завязалась потасовка, в ходе которой боец расстрелял из именного ТТ зачинщиков драки. Его не посадили за это. Нет, просто лишили наград, а представлению на Героя Советского Союза не дали дальше хода. Во время следствия ему пришлось посидеть и в СИЗО. Отсидел, вернулся домой. В 1917 году в семье бедного охотника Эвенка на берегу реки Тяни родился сын. Дата его рождения символична тем, что в этот день выстрел Авроры оповестил о начале новой эры. Мальчика назвали русским именем – Иван. Вскоре после его рождения отец умер, а мальчик остался с больной матерью. Учиться ему не довелось. В 10 лет Иван познал секреты охотничьего дела, которому его научил старший брат. Так и жили кочевые охотники Эвенки, пока в далекое Эвенское село, до которого в ту пору можно было добраться только зимой на оленьих упряжках, не долетело тревожное известие – война. Иван Кульбертинов отправился на призывной пункт, объяснив военкому: «Зверя в глаз бью, хочу фашистов бить». Его желание сбылось. 12 июня 1942 года Ивана призвали в Красную армию. Военную подготовку проходил на Урале. Первое боевое крещение получил в начале 43-го на Северо-Западном фронте вблизи Демьянска. Познакомившись с личным делом Кульбертинова и оценив то, что он из Сибири, за ловкость и смекалку его назначили в отделение разведчиков. В феврале 43-го Ивана определили в снайперы. С 43 по 45 годы, по официальным данным, он сразил 428 немцев, преимущественно лиц офицерского состава, в том числе одного оберштурмбанфюрера, по-нашему полковника, с 2 железными крестами. По признанию самого Кульбертинова, он довел список до 500 немцев, но не по его вине многие достижения остались незамеченными. Свой боевой счет в роли снайпера Иван открыл 27 февраля 43-го. В бою под Старой Русской он сразил метким выстрелом первого вражеского солдата. Всего доли секунды требуется снайперу для того, чтобы произвести меткий выстрел, но для этого ему приходится часами, иногда и сутками просиживать в каком-нибудь укрытии, порой не имея возможности попить и поесть. Переносить все это ему помогало то, что с детства он привык бродить по тайге и выслеживать зверя. Вот отрывок из воспоминаний самого Кульбертинова. «Лежу вторые сутки в засаде, каждая жилка, каждый нерв напряжены, слежу за сараем. Там расположились немцы. В трудные минуты представляю себе необъятные просторы Алекминской тайги, и мне становится легче. Вижу, подъехала повозка с боеприпасами, но думаю, устрою вам, фрицы, северное сияние». Немцы стали разгружать боеприпасы. Я подождал, пока они все ящики сняли с повозки, зарядил снайперку бронебойно-зажигательным патроном и послал сладкий гостиниц. Все полетело вверх тормашками. Поднялся огромный столб огня, дыма, пыли. Более десятка фашистов погибли от этого взрыва. Родина достойно оценила ратные подвиги солдата. Он был награжден орденом за отвагу, славы 3-й степени, Красного Знамени, орденом Великой Отечественной войны 1-й и 2-й степени. Дважды был представлен к званию Героя Советского Союза, но так его и не получил. Это про него 11 января 1944 года писала газета «Сталинское знамя» 4-го Украинского фронта.
Ветераны-однополчане с восхищением вспоминали, как на Мароварско-Островском направлении Кульбертинов вышел победителем на 3 снайперских дуэлях с хваленными фашистскими асами. Прямыми попаданиями в головы он сразил одного штурмбанфюрера и 2 оберштурмбанфюреров из егерского спецподразделения Waffen-СС. В районе города Чернигова у убитого немецкого офицера с опознавательными знаками Waffen-СС нашли неотправленное письмо, где он отмечал: «Большие потери несем от русского снайпера. Он преследует нас на каждом шагу, не дает поднять нам головы. Сидим без воды и пищи, нет возможности выйти из блиндажа». Этим снайпером был Иван. Осенью в районе города Мукачево в одном из кварталов города была обнаружена доска с надписью «Осторожно, Кульберт», а в одном из прикарпатских сел было вывешено немецкое предупреждение. Надпись непосредственно адресовалась офицерскому составу вермахта. Все эти хлопоты создал фрицем Кульбертинов. Эсэсовское предупреждение было прочитано с неподдельной гордостью его однополчанам. Таким образом, имя Кульбертинова было хорошо известно немцам. Его именем пугали на передовой, и не только. В боевых условиях Кульбертинову не было равно в физической и психологической подготовке. Недаром его на родине прозвали Бусха, по-ивенски могучий. Это только он мог ударом кулака зашибить оленя, играючи разломать на 2 части толстую жердь, а в драках он был буен и неустрашим. Старожилы хорошо помнят, как он на Алекминском берегу раскидал взорвавшихся дюжих парней, осмелившихся обидеть его земляков. И на фронте он никому не давал спуску. Некоторые вояки, наивно полагая, что маленький северянин не способен дать сдачи, не единожды пытались спровоцировать его на драку. Кульбертинов бил рослых южан молниеносно, безо всяких словесных перепалок. Его боялись, некоторые ненавидели, завидовали, но тайно восхищались им. Иван как будто был рожден для войны. Впоследствии, когда его спрашивали, не страшно ли было убивать людей, он отвечал: «На войне я чувствовал себя как на охоте, и я для себя внушил, что фашист – это настоящий зверь, которого нужно незамедлительно обезвредить». Вот так охотник из Якутии создал для частей вермахта серьезные проблемы. Дальнейшая судьба Ивана Николаевича, увы, не была увенчана лаврами. Одолевали завистники, появлялись недоброжелатели. Ему долго не давали привилегий, заслуженных на фронте. Причиной тому был его непримиримый гордый характер. Кульбертинов никогда не любил ходить по инстанциям, доказывать что-то, просить, вести себя подобострастно. Король снайперов, награжденный советской армией именным пистолетом ТТ и автомашиной «Чайка», не встретил особого почитания на родине, да и не стремился он к лаврам. Домой, в Алекминский район, фронтовик вернулся в сентябре 1947 года и занялся любимым делом – охотой. Кульбертинов жил скромно. Те редкие подарки, которые ему вручали район и республика, раздаривал родственникам. Сердце великого снайпера Ивана Кульбертинова перестало биться 13 февраля 1993 года. Герой Бусха умер, так и не дождавшись заслуженных почестей.